Эпоха Лукашенко – это эпоха стабильности, мира и справедливости. Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол» апублікавала гуказапіс чалавека, чый голас падобны на намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпянкова. Раней ён займаў пасаду начальніка ГУБА-ЗИК. Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, он должен там остаться. Сказано разработать, сделать лагерь на особо косорокопытную для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, перед да, помещение сделать топкой, да, кормили, да, чтобы работали, но там их держать, пока все не спокойно. Вот где он объявил о создании этого лагеря, да, там действительно люди уже посмотрели, и там действительно обносятся колючей проволокой. Целое, ну как он сказал, острокопытных, знаете почему он сказал? Потому что там сделали загон, реальный загон, где побивали столбы деревянные и обнесли колючей проволокой. Это действительно лагерь. Если еще, скажем так, увеличится вот эта волна жестокости, и если она только вылилась бы в создание вот такого рода спецлагеря, я думаю, что не только я и вы, но и те, кто на таких совещаниях присутствует, это прекрасно осознают. Потому что отгородиться от всего мира уже не получится. Мы передадим эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, в ОБСЕ, Совет Европы, отдельно официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания Международного уголовного трибунала по Беларуси. У Міністэрстве ўнутраных справаў заяўляюць, што запіс фэйкавы і адмаўляюцца яго каментаваць. Тым часам у Беларусі ўжо звыш 180 палітвязняў. Больш як месяц трымае за кратамі галадоўку пратэсту адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу» Ігар Лосік. З просьбай спыніць галадоўку да яго звярнулася Святлана Тихановская. Я, с одной стороны, Игоря понимаю, потому что он знает, что он невиновен, и таким образом он показывает протест против того, что происходит, но не надо жертвовать собой, чтобы это доказать, потому что им на той стороне, имею в виду режиму, диктатору, им вообще все равно на людей. У лісце з жодзінскай турмы Ігар Лосік піша, што спыняць галадоўку не збіраецца. Вельмі вас усіх прашу, не трэба угаворваць мяне спыніць галадоўку і здацца. Як я магу здацца, калі больш за паўгода мяне трымаюць у турме незаконна? Я ўжо забыўся голас сваёй дачкі. Я разумею, што мае родныя і ўсе неабыякавыя людзі вельмі хвалююцца за маё здароўе, але спыняцца я не магу і не хачу. Сёння ў Беларусі крымінальныя справы заведзеныя супраць 15 журналістаў, 9 з іх за кратамі. На гэтым тыдні затрымалі журналіста Андрея Александрова. Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. У рэдакцыі інфармацыйнага агентства «Белапан», у якім 2 гады таму працаваў Александраў, правялі ператрус. Я сидела за своим рабочим компьютером, что-то там писала, и тут хопа, вдруг очень громко там отойти от компьютеров, ничего не трогать, телефоны не трогать, поднимаю глаза, там люди в масках, вооруженные. За апошнія паўгоду беларускія журналісты правялі за кратамі больш як 1200 дзён. Некаторыя атрымалі сур'ёзныя праблемы са здароўем. У 2020 году без тлумачения причин у меня отобрали аккредитацию корреспондента «Радио Свобода». В листопаде до меня приехали милиционеры и завезли на Окрестина. А суд дал 15 суток за удел у несанкционованной акции, хотя я працаваў там как журналист. У баранаўскім изоляторе я подхапіў коронавирус и двухбаковую пневмонию. Стала вядома, што ў турме перахварылі ковідам Мікалай Утуховіч, выдавец Александр Васильевич, перанёс коронавірус і інсульт палітвязень Уладзімір Няронскі. Штаб Святланы Тихановскай у Літве амаль увесь перахварэў ковідам, у тым ліку і яна сама, адклаўшы шэраг міжнародных сустрэчаў. Цяпер усе сустрэчы пераносяцца, мяняюцца і не з нашай віны. Поездка ў Штаты перакладаецца на люты, таму што не будзе традыцыйнай інаўгурацыі, яна адбудзецца ў віртуальным фармаце, замежныя лідары не прыязджаюць у Вашынгтон, таму мы чакаем афіцыйнае запрашэнне.
Будзе гэта сустрэча з камандай Байдена, ці гэта сустрэча ў кангрэсе, мы яшчэ не ведаем. Господин президент. Живой, здоровый, Рене. Ачуняўшы ад каранавірусу, у Беларусь прыехаў кіраўнік міжнароднай хакейнай федэрацыі Рэне Фазель, каб абмеркаваць перспектывы чэмпіянату свету, які павінен прайсці ў Менску і Рызе. Сусветная супольнасць патрабуе, каб Менск на тле рэпрэсіяў пазбавілі права прымаць чэмпіянат. Если Латвия откажется, ты прекрасно знаешь, в Беларуси мы проведем чемпионат мира. И это будет лучший чемпионат мира в истории. Он пытается хоть какое-то вот окно в Европу прорубить, и в этом смысле спортивная федерация коррумпированная, где тоже президент этой федерации сидит на своем посту 26 лет, какое совпадение, да, с Александром Лукашенко. Рене Фазель тоже в 1994 году пришел к власти в хоккее мировом. Вот это для него такой шанс прорубить окно в Европу, эту блокаду хоть как-то сломать и показать, что он хоть кем-то признается. Да Рэне Фазеля з заклікам перанесці чэмпіянат з Менску звярталіся беларускія дактары, грамадскія дзеячы, прадстаўнікі культуры. Дело же не в том, чтобы стать первыми, кто отменит чемпионат мира по хоккею. Да? Мы бы все с удовольствием его провели, если бы у нас сейчас был другой президент, другие выборы, другая ситуация в стране. Это май, июнь. В Беларуси опять будут очень сильные протесты. Если ничего до этого времени не изменится, будут сотни тысяч людей на улице. Как себя будет вести ОМОН? Он на это время, на 2 недели чемпионат мира, что ли, перестанет людей пытать или захватывать? Я не знаю. Мне кажется, все это понимают. Сборная Беларуси играет со старым гербом на майках, который ассоциируется у нас с Советским Союзом, с режимом Лукашенко. И мы бы хотели, чтобы наша сборная играла с погоней, а не с этим гербом. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.